Здравствуйте, дорогие радиотелеслушатели. Это программа «Якутск сегодня». Я Вероника Томтосова. И сегодня у нас эфир посвящен дорожно-транспортным происшествиям. Рассмотрим юридические аспекты дорожно-транспортных происшествий, то есть в рамках гражданского, административного, уголовного права. Ну и, конечно, в целом у нас сегодня в гостях получается заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции Сергей Данилович Дмитриев. Он расскажет нам, получается, как у нас обстоят дела с дорожно-транспортным происшествием. И Илья Анатольевич Мостовой, юрист, специалист, сертифицированный специалист по юридическому обеспечению медицинской деятельности. То есть вот как раз мы спросим про все наши компенсации морального вреда пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Вот эти гражданские аспекты у нас сегодня Илья Анатольевич осветит. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Ну, давайте начнем, наверное. Сергей Данилович, расскажите, пожалуйста, как у нас в целом стоит ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Сезон у нас начался зимний, да, как правило, бывает для всех автолюбителей, пешеходов, ну и, конечно, инспекторов очень сложный. Вот в этом году лучше, хуже, какая статистика по городу, по республике? Здравствуйте. В целом на территории республики у нас ситуация стабильная по аварийности. Всего, получается, у нас на территории республики зарегистрировано 690 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых у нас 62 человека погибло и 892 получили травмы различной степени тяжести вреда здоровью. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, у нас отмечается незначительный рост количества ДТП на 10%, рост числа раненых на 7,7% и снижение числа погибших на 13,9%. Ну, то есть, сложно сказать, стало хуже или лучше, да? То есть, с одной стороны, вроде погибших, слава богу, стало меньше, но зато... Ну, в том-то и дело, я говорю, стабильная ситуация у нас, в принципе, с аварийностью. Что касается сезонности, да, на автомобильной дороге, в действительности, с наступлением октября месяца, с наступлением отрицательных температур воздуха на территории республики, у нас, конечно же, ситуация маленько остается такой волнительной. Почему? Потому что, если смотреть за октябрь месяц, у нас зарегистрировано 82 таких дорожно-транспортных происшествий в октябре месяце, при которых у нас 8 человек погибло и 107 получили травмы. Конечно же, таким дорожно-транспортным происшествиям у нас сопутствовали. Это у нас, естественно, гололед, наличие снега рыхлого на проезжей части, да, мокрый снег в начале октября, в середине октября. Конечно же, все вот эти вот перепады температуры сказались негативно на аварийной обстановке. Ну, а вот самой вины водителей не было таких случаев, что вот прям водитель сам виноват, что там не переобулся, не подготовил машину во к сезону? Всех дорожно-транспортных происшествиях в действительности основная причина – это, конечно же, вина водителя. Это нарушение правил дорожного движения. Она во всех. Но при этом были, конечно, соответственно, и сопутствующие причины ДТП, с которыми мы, кстати говоря, очень активно работаем весь октябрь. Начиная даже не октябрь, а весь сентябрь и октябрь при подготовке к зимнему содержанию, и, соответственно, период уже выпадения снега. Угу. Ну, то есть работа ведется, но, к сожалению, да, не все удается предотвратить. Я бы тут, конечно, для примера хотелось вот такой пример привести. Если же, допустим, основное количество ДТП фиксируется у нас в населенных пунктах, как правило, это из-за транспортных потоков, да, то есть, и в октябре месяц у нас все-таки сказалось на дорогах федерального значения. То есть, у нас зарегистрировано таких 2 резонансных ДТП 6 октября и 29 октября. 6 октября в Чурапчинском районе водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части, человек погиб. И, соответственно, в Татинском районе 29 октября тоже водитель не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения, съехал с проезжей части, и, соответственно, и водитель, и пассажир погибли. В данных случаях во всех, в первом случае была летняя резина установлена на автомашине, во втором случае передние колеса автомашины были, соответственно, резина была изношена. Да, тут явная вина, конечно, автовладельца. Уважаемые телерадиослушатели, будьте внимательны. Если вдруг еще не успели переобуться по каким-то причинам, были в отъезде, желательно позаботиться об этом очень серьезно, потому что видите, какие могут быть серьезные последствия. Ну, а в части профилактики, вы говорите, работа ведется. Что такого самого, скажем, новшества, какие у нас введены в этом году, может быть, по ремонтным работам у нас активно ведется, да, работа, особенно в городе Якутске. Вот что пытаемся, как контролировать этот процесс, чтобы легче было управлять дорожно-транспортным движением? Во-первых, получается, со стороны госавтоинспекции мы ведем постоянный надзор
за проведением ремонтных работ, в том числе и за содержанием дорог. Что, допустим, проводится? К примеру, допустим, нами проведен 21 профилактический визит в организации, осуществляющий содержание и ремонт дорог. Это в сентябре и в октябре месяце только. В целях надлежащей подготовки к зимнему содержанию данными подрядными организациями на предмет полноты материалов у них противоскользящих, да, на предмет готовности выхода техники, обслуживания тех участков дорог. Также были проведены с ними профилактические визиты на предмет разъяснения законодательства Российской Федерации, в том числе установленных стандартов, которые необходимо выполнять и которые необходимо соблюдать. Да? Ну и, конечно же, проводятся нами внеплановые проверки деятельности таких юридических лиц. Что касается ремонтных участков, мы помимо проектов организации дорожного движения, которые мы согласовывали в течение года, постоянно согласовываем, также мы регулярно проверяем все эти ремонтные участки на предмет правильности расстановки технических средств организации дорожного движения, согласно вот этих вот утвержденных согласованных проектов организации дорожного движения. К примеру, допустим, если привести пример, у нас вот есть на территории города Якутска переходящие объекты на следующий год, такие как Можайского, автомобильная дорога нам в черте города Якутска, да, автомобильная дорога УМНАС, в том числе тоже в черте города Якутска, где мы во взаимодействии с окружной администрацией города Якутска, во взаимодействии с собственником автомобильных дорог, это вот ГКУПР, Автодор Республики Саха-Якутия, были проработаны мероприятия, мы локально там подключили освещение, поставили, получается, на пешеходных переходах, которые стоят на этих ремонтных участках, мы светофорную сигнализацию подключили. В принципе, то есть все принимаются меры на обеспечение безопасности дорожного движения на таких участках, потому что они, как правило, наиболее сложные и, как правило, могут нам привести те неблагоприятные последствия. Ну, давайте теперь поговорим о последствиях. То есть мы немножко раскрыли, как у нас госавтоинспекция работает, да, то есть что меры все предпринимаются, отслеживаются, статистику послушали. К сожалению, пока до слов, что у нас нет вообще пострадавших, мы еще не дошли, но обязательно, надеюсь, мы этого добьемся. Какие у нас судебные разбирательства чаще всего бывают? Вот последствия уголовного характера, примерно у нас, если пострадавшие есть, понятно, да? Если нарушение правил дорожного движения, тоже административное, да, наказание, да, виновному лицу, какие у нас дела доходят до суда? Здесь необходимо определиться во-первых, какой вред был причинен. То есть, если мы говорим о ДТП, где пострадало только имущество, то здесь в данном случае возмещается вред имуществу пострадавшего лица, то есть в зависимости от того, имеет ли виновное лицо полис ОСАГО или его не имеет. Если полис ОСАГО имеется, то в установленном порядке собирается необходимый комплект документов потерпевшим и подается в страховую компанию для возмещения. Либо второй вариант, если полиса нет, то в данном случае делается оценка и обращается в судебные инстанции за взысканием прямого действительного ущерба. Третий вариант – это когда потерпевший в добровольном порядке возмещает причиненный ущерб. Если мы говорим о вреде с пострадавшими, где в ДТП был причинен легкий, средний или тяжкий вред здоровью, то здесь будет определяться, во-первых, вина причинителя вреда. Значит, если это легкий и средний вред – административный порядок, если это тяжкий вред здоровью, то это однозначно уголовное преследование виновного лица. И в зависимости от того, в каком порядке было привлечено виновное лицо, потерпевший имеет право обратиться в суд за взысканием ущерба либо в рамках уголовного дела с обвиняемого, значит, гражданского иска в рамках уголовного дела и просит взыскать моральный вред, либо в рамках, значит, гражданского иска взыскивает моральный вред легкий и средний, если был причинен. Вот. Моральный вред ОСАГО не взыскивает, не выплачивается, вернее, по полисам ОСАГО, только в судебном порядке. Ну, это вот так у нас глобально, если смотреть, да, мы
перепрыгнули сразу с момента дорожно-транспортного происшествия до момента его оформления. Давайте все-таки пойдем так как у нас не все, к сожалению, юридически подкованы, да, все это все слышали, что у нас полис страхования, что их обязательно нужно делать, потому что это также административное правонарушение, если у тебя нет полиса ОСАГО. Пойдемте с момента того, когда происшествие произошло. Вот мы попали в аварию, не дай бог, это довольно серьезно, столкнулись автомашины. Что мы делаем? Когда у нас происходит дорожно-транспортное происшествие, во-первых, уезжают сотрудники. Сотрудники госавтоинспекции фиксируют ДТП. То есть мы ставим соответствующие знаки, чтобы не мешать другим участникам дорожно-транспортного водителю, происшествия. Да, конечно же. Во-первых, это надо будет установить соответствующие знаки о том, что аварийные, да, что произошло дорожно-транспортное происшествие, то есть надо будет обозначиться, вызвать сотрудников госавтоинспекции. Это, как правило, это в таких ДТП, где пострадали люди, либо где у нас имеется подозрение, что у нас есть состояние опьянения, к примеру, да, или у нас есть такие, где не согласны с виной, либо где отсутствует у нас страхование. Следовательно, наши сотрудники подъезжают, разбираются в причинах, условиях дорожно-транспортного происшествия. Если там пострадали люди и устанавливают предварительно, да, по вреду здоровью, можно определить, что там усматривать, легкий либо средний вред здоровью, то это относится к производству сотрудников госавтоинспекции по статье 12.24. Ведется производство по делу, оканчивается, потом направляется уже на рассмотрение в суд. Суды общей юрисдикции. Если же тяжкий вред здоровью, то, соответственно, направляется по подследственности органы предварительного расследования. Так, мы напоминаем, что у нас есть комиссары, да, то, что если вдруг вы... В принципе, спора нет. Если пострадавших нет, слава богу, да, то можно все это в упрощенном порядке оформить. Это также ликвидно, также законно и обоснованно, и гораздо немножко бывает быстрее, если нет серьезно. Да, естественно. Если нету спора, то, соответственно, согласно правилам дорожного движения, участники могут сами зафиксировать, сделать фотографии и проехать в ближайшее подразделение госавтоинспекции. Да, дорогие радиотелеслушатели, напоминаю, что у нас в гостях сегодня заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции Дмитриев Сергей Данилович и практикующий юрист, в том числе и по делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями, Илья Анатольевич Мостовой. Почему я так подробно осталась на этом моменте? Потому что у нас очень много молодых водителей, да, вот тоже за кадром, так сказать, немножко обсуждали эту тему, что много водителей появилось, молодых людей, да, молодых девушек, которые, слава богу, еще не столкнулись, да, с какими-то трудностями, может быть, на дорогах, но которым тоже нужно проинформировать. Кстати, вот что касается у нас подрастающего поколения в том числе. Еще одна сложность сезона, который у нас начался, это у нас сложность работы с пешеходами, особенно с маленькими пешеходами. Вот хотелось бы тоже послушать статистику и сразу спросить, какие санкции могут быть возложены, в том числе на школу, на родителей и последствия с точки зрения гражданского права. Давайте начнем со статистики. Как у нас обстоят сейчас дела? По статистике, если смотреть, у нас 200 ДТП с участием пешеходов на территории республики, в которых 5 человек погибли, 201 человек получил ранение. При этом 50 таких ДТП произошли по вине пешеходов. В октябре у нас зарегистрировано уже 26 наездов на таких участников дорожного движения. Как правило, наезды на пешеходов у нас происходят как на регулируемых, так и на нерегулируемых регулируемых пешеходных переходов, в том числе и вне таких пешеходных переходов. Даже в том числе, когда пешеходы у нас находятся на проезжей части без цели ее перехода. То есть двигаются по проезжей части. Какие действия может предпринять водитель, вот именно когда у нас пешеход находится на проезжей части без цели ее перехода? То есть сразу, что окружающие должны сделать? Вот бывают такие пешеходы, все мы, наверное, периодически с ними сталкиваемся, когда ты не знаешь, то ли его объезжать, то ли останавливаться, то ли брать за руку, переводить. Нет, брать за руку, переводить не нужно, останавливаться тоже как бы... Дело в том, что, во-первых, каждому водителю нужно двигаться с такой максимальной скоростью, которая может привести к полной остановке транспортного средства. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, если пешеход находится на проезжей части, соответственно, можно обратиться, проехать дальше, если будут у нас там сотрудники какие-то находиться, то, соответственно, об этом сказать, чтобы уже приехали сотрудники и действительно с этим пешеходом провели и профилактическую беседу, и, соответственно, меры административного воздействия. Хорошо. Что делать, если из-за пешехода пострадало транспортное средство?
Ну, здесь, во-первых, необходимо установить, что имеется ли вина пешехода в причинении вреда транспортному средству. Давайте предположим, что пешеход убежал, как это часто бывает. То есть решил перебежать, водитель у нас оказался добросовестным, затормозил, попытался съехать в кювет, чтобы его не задавить, соответственно, во что-то врезался. Благо, ограждения у нас везде стоят, достаточно хорошие, да, то есть повредить машину вполне реально. Вот так случилось. Что мы делаем? Ну, во-первых, вызываем сотрудника полиции или ГИБДД для оформления факта. И далее уже пытаемся силами сотрудников разыскать это лицо, которое сбежало, для дальнейшего, соответственно, принятия какого-либо решения по урегулированию вопроса либо миром, либо в судебном порядке. Есть другая ситуация, когда пешеходы переходят дорогу либо в неположенном месте или становятся жертвой ДТП. Соответственно, все оформляется, значит, и после этого потерпевший начинает предъявлять определенные претензии, то есть возместите мне моральный вред в определенном объеме. Да? То есть если здесь, получается, водитель посчитает, что требования потерпевшего разумные, выплачивают ему какие-то либо денежные средства, то здесь обязательно необходимо взять в письменном виде расписку с потерпевшего о том, что ему возмещен определенным образом вред. Потому что бывают такие случаи, когда друг другу отдают денежные средства просто так, без какой-либо фиксации, то есть без мобильных переводов, либо без средств письменной фиксации, а потом неожиданно к водителю предъявляется исковое заявление о том, что вы мне вред не возместили, и, к сожалению, такой водитель не может доказать добровольное возмещение причиненного ущерба. Дорогие водители, дорогие пешеходы, будьте внимательны, то есть если такая ситуация сложилась, да, то есть мы фиксируем все взаимоотношения, касающиеся денежных средств, передачи, то есть это или расписка в письменном виде, рукописная, да, то есть от руки может быть написано лицом, который получает денежные средства, либо, сейчас мобильный банк как бы развит, можно перевести, у вас останется соответствующая квитанция, которую тоже можно предъявить в суде. А что будет пешеходу? Поймали пешехода, нашли, слава богу. Нет, во-первых, это будет дорожно-транспортное происшествие. Следовательно, во-первых. Во-вторых, будет возбуждено административное производство, в ходе которого будет устанавливаться виновность того или иного лица, либо водителя, либо пешехода. Потому что ситуация бывает абсолютно разная. После чего, получается, если будет вина пешехода, установит пешехода, пешеход будет привлечен к административной ответственности. Здесь, уважаемые пешеходы, мы тоже хотим сказать, что понятно, что если, не дай бог, вы пострадали, это одно, то есть это компенсация морального вреда, возмещение вреда здоровью, если ушли на больничный недополученный заработок, да, но что касается, если вы стали виновником, да, и из этого какие-то последствия возникли у водителя, в том числе, возможно, и также со здоровьем, да, то есть испугался, водители есть возрастные, то также, если будет установлен административный материал, на основании данного постановления, когда штраф там, по-моему, небольшой, да, у нас незначительный совсем, но на основании данного судебного акта в последующем к вам могут быть претензии уже у водителя. Давайте поговорим о детях. Потому что сейчас как-то, повсеместно, во-первых, у нас, хвала, у нас госавтоинспекции проводятся, да, и разъяснительная работа, я знаю, что и вручаются книжки, да, демонстрирующие правила правильного перехода, да, дорожного полотна, что в указанном месте. Но, к сожалению, наши юные граждане продолжают нарушать. Что об этом можно сказать по статистике? Как-то результаты, все-таки возрастная группа, кто у нас входит в группу риска. И хочется немножко поговорить о ответственности родителей. Что касается юных участников дорожного движения. Зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят по вине наших юных участников дорожного движения, поскольку, как правило, это на тех же, к примеру, из примеров, если приводить такие примеры, допустим, у каждого есть свой такой некий маршрут. Дом, школа, дом так называется, да, когда человек, то есть ребенок ходит со своего дома, входит в образовательное учреждение, он учится по одному и тому же маршруту. Мы все эти, как правило, маршруты стараемся прорабатывать, просматривать на предмет полноты всех технических средств организации дорожного движения. Но
как правило, дети зачастую перебегают проезжую часть на регулируемый пешеходный, на разрешающий сигнал светофора, либо выбегают на запрещающий сигнал светофора. Я прошу прощения, немножко прерву. Дорогие радиотелеслушатели, у нас небольшая реклама. Сейчас мы уйдем на рекламу, потом вернемся и вот как раз продолжим разговаривать о дорожно-транспортных происшествиях с участием у нас юных участников. Добрый вечер, радиотелезрители. Сегодня в программе «Якутск сегодня» обсуждаем юридические аспекты дорожно-транспортных происшествий. У нас замечательные гости. Это заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции Дмитриев Сергей Данилович. Еще раз здравствуйте, кто к нам сейчас присоединился. И сертифицированный юрист, в том числе по сопровождению обеспечения медицинской деятельности и просто практикующий юрист Илья Анатольевич Мостовой. Добрый вечер. Что мы продолжаем. До перерыва мы начали обсуждать наших юных участников дорожного движения, которые у нас бегают через дороги, неаккуратно ходят в школы, скользят, катаются в неустановленных местах на тротуарах. Как обстоят дела с школьниками? Ну, не только с школьниками, но с подростками, наверное, тоже. Вообще, в целом, мы когда ведем статистику по детскому дорожно-транспортному травматизму, мы, конечно же, распределяем, когда травмы получили юные участники, будучи пешеходами, либо будучи пассажирами. Мы, наверное, пешеходов все-таки затронем. Что касается пешеходов, то в действительности отмечаются факты нарушения правил дорожного движения пешеходами. Это, как правило, при переходе проезжей части, при использовании пешеходных переходов. Такие факты, естественно, они отмечаются. Отмечаются они, как правило, когда школьники идут, как правило, школьники, которые у нас идут, не воспитанники детских садов, их родители водят, а действительно школьники. Школьники, как правило, 5, 7, 9 классов в основном, такой если смотреть по учащимся. И действительно они нарушают правила дорожного движения. Такие факты часто отмечаются на территории Якутска. Давайте самое частое, что у нас бывает. Сейчас просто у нас скоро туман начнется, да, у нас скользко. Что чаще всего делают наши юные участники, потому что родители не всегда даже в курсе, что нарушают, и как они доходят до школы. Ты дошел, вроде бы все хорошо, а оказывается, нужно проработать, какие-то вопросы? Во-первых, что касается светоотражающих элементов. Не во всех случаях у юных участников дорожного движения имеются светоотражающие элементы, которые необходимы в действительности, которые очень хорошо помогают для визуализации в темное время суток. Далее, что касается пешеходов, они срезают пути свои, переходят проезжую часть в неустановленном месте, либо в нарушении требований правил дорожного движения на запрещающий сигнал светофора переходят на регулируемом пешеходном переходе, на нерегулируемом пешеходном переходе переходят, не убедившись в безопасности дорожного движения, не смотрят элементарно по сторонам, влево-вправо, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Такие факты все у нас имеются везде, на всей территории республики, в основном это в городе Якутске. Угу. Гаджеты как-то негативно повлияли за последнее время на участников юных? Нет. Мы при изучении дорожно-транспортных происшествий не установили ни в одном пока случае, чтобы человек отвлекался, юный участник дорожного движения отвлекался на гаджет, при этом переходя проезжую часть буквально. Это уже радует, это у нас во всем сейчас телефон обвиняет. Так, и у нас этим летом особенно ярко проявились юные водители таких мопедов, скутеров, еще что-то. Как с ними обстоят дела и насколько это вообще законно и обосновано? Во-первых, это не обоснованно, незаконно. Почему? Потому что они все, как правило, летом, когда мы часто усилялись в летний период времени. Кстати, по работе с водителями мототранспорта у нас были проблемы на территории Якутии с водителями мототранспорта. Не так сказать, прям сильные проблемы, но у нас фиксировались факты с гибелью участников дорожного движения, в том числе и юных, при использовании мототранспорта. Во всех случаях, конечно же, не было установлено водительских удостоверений. Все эти транспортные средства остались на спецстоянку. По юным участникам дорожного движения, которым не достигли возраста административной ответственности, мы, получается, все направляли в административные комиссии.
для принятия уже, соответственно, мер реагирования каких родителей. Так, уважаемые родители, то есть сейчас вы услышали, да, как раз, что это только по мототранспорту, что это уже серьезно и опасно, и, в принципе, по необоснованному там перебеганию дорог, да, переходу в неположенном месте, да, там, скажем, вот это все также ведет к тому, что если будет составлен административный материал, то это будет также направлено в комиссию. А теперь о финансовой ответственности. Вот если мы на этом мототранспорте куда-нибудь въехали, или в кого-нибудь, не дай бог, ладно, куда-нибудь, это еще, если все живы, хорошо, а если мы на кого-нибудь наехали, что тоже возможно, если у нас нет прав, и нам там лет 13. Если будет установлено полномочными органами, что виновным в произошедшем событии является несовершеннолетний ребенок, с родителем будет как минимум проведена беседа, родители, скорее всего, возможно, будут привлечены в том числе и к административной ответственности, и родители будут обязаны возместить тот ущерб, который причинил этот несовершеннолетний ребенок. То есть прямой действительно ущерб, если, не дай бог, там и пострадали, то есть наезд был скутером, моноколесом и так далее, то, соответственно, моральные страдания, в том числе и возможные какие-либо лекарства, также придется оплачивать родителям. Так что, уважаемые родители, будьте, пожалуйста, внимательны, если так решить, что лучше, наверное, такие вещи не приобретать. То есть, если ребенок не достиг положенного возраста, как-то, наверное, может обойтись без таких развлечений и чем-нибудь другим его заинтересовать. Давайте более серьезно к этому отнесемся. То есть, какие рекомендации мы можем дать родителям сейчас по обеспечению безопасности участников дорожно-транспортного движения, которые у нас в школу и школу передвигаются самостоятельно, как пешеходы? В первую очередь, это какие рекомендации воспитательного характера, чтобы родители непосредственно прививали навыки поведения своих детей на дороге, своим примером, при этом не подавали негативный пример перехода через проезжую часть в неустановленном месте, ну и так далее, соответственно. Это вот что касается родителей. Ну и не только родители. Дорогие взрослые, давайте все подавать пример, то есть не только когда нас собственные дети смотрят, но и другие тоже. Переходить в положенном месте, не перебегать, не нарушать дорожно-транспортное движение. Так, что касается техники безопасности, давайте все равно повторим, именно когда у нас ребенок является пассажиром. То есть все как-то перестали, я так смотрю, всех массово проверять на наличие автокресел, и как-то это подзабылось. Нет, я не скажу, что забыли. Дело в том, что мы постоянно ведем эту работу по правилам перевозки пассажиров, в том числе детей. Ну, давайте напомним, чтобы... Соответственно, в первую очередь ребенка нужно перевозить в детском удерживающем кресле. Либо сзади, либо спереди, в зависимости от возраста. Угу. Вот. Обязательно пристегнутым ремнем этим удерживающим креслом. Там имеются специальные ремни безопасности. Не допускать, естественно, ребенка, чтобы он находился без удерживающего кресла. Почему? Потому что последствия очень негативные. Вот я тоже могу привести пример. Это было в Верхневилюйском районе. Буквально тоже совсем не так давно, месяца 2 назад. Водитель, женщина, управляла транспортным средством. Не справилась с управлением, допустила опрокидывание. Ее ребенок без удерживающего кресла был, и он погиб, к сожалению. Такие сразу случаи такой имеются. вопрос. У нас все-таки возрастная категория детей разная. Это понятно, что когда они выше какого-то возраста, они могут обычным удерживающим устройством, то есть ремнем безопасности пристегиваться. А вот все вот эти накладки на ремни, там еще какие-то упрощенные варианты, насколько они законные и обоснованы? Нет, они, в принципе, обоснованы, треугольники. Их можно применять, но надо с определенного возраста, естественно. Если, допустим, я, к примеру, если у нас там законодатель говорит, что вот ребенок совсем уже большой, знаете, в моем понимании, не всегда можно большого человека посадить в это удерживающее кресло. Следовательно, можно использовать, я думаю, треугольник безопасности. То есть, да, это законно и обосновано, уважаемые родители, да, не обязательно что-то искать, можно применять, если это комфортно для ребенка, то есть мы напоминаем, что он должен располагаться так, соответственно, не должно удушать, то есть если рост ребенка позволяет ему фиксировать треугольником таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, мы это помним. У нас не так много времени. Какие рекомендации, уважаемые гости, вы дадите нашим
автовладельцам, нашим участникам дорожного движения, пешеходам, да, просто пассажирам, да, что нужно соблюдать и о чем нужно сейчас особенно помнить, потому что у нас сложные погодные условия, у нас сложные климатические условия. Что нужно помнить? Ну, во-первых, что хотелось бы пожелать, это избирать безопасный скоростной режим. Это в первую очередь. Соблюдать дистанцию, быть внимательным, читать правильно дорожные знаки, обращать на них внимание. Почему, как правило, у нас водители очень редко обращают внимание на дорожные знаки. У нас есть такие участки, где имеются у нас колейности, у нас имеются там ямы, выбоины, имеются там расположены соответствующие дорожные знаки. Ими надо руководствоваться и им пользоваться. Что касается сезонности, исключить резкие торможения. Что касается дистанции, это вот в первую очередь это вне населенных пунктов, где у нас образовывается сейчас снежная пыль, снежное облако, так называется. Когда у нас едет впереди большой груз, у нас видимость вообще абсолютно нулевая становится. Нужно избирать на хорошую дистанцию, то есть 70-100 метров до этого транспортного средства, чтобы можно было осуществить в случае необходимости определенные маневры. Ну, естественно, что еще хотелось бы? Самое главное – пожелать внимательности на дорогах и вежливости друг к другу. Ну, это, наверное, залог всего. Ну, и хочется все-таки проработать, как правильно оградить себя от негативных последствий дорожно-транспортных происшествий с точки зрения юридических последствий именно гражданского характера. То есть это исковые заявления, если будут подавать. Вот что нужно помнить, какие документы при себе иметь, что должно быть после дорожно-транспортного происшествия оформлено, и вообще, что мы предоставляем в суд. Ну, вообще нужно помнить о том, что любой водитель, пассажир ли это или непосредственно любой иной участник движения должен строго соблюдать правила дорожного движения и их ни в коем случае не игнорировать. Сел в машину, будь добр, пристегнись. Посадила ребенка, будь добр, посадить его в сдерживающее устройство и также его пристегнуть. Кроме того, во время вождения транспортного средства стараться не отвлекаться на гаджеты или использовать средства, которые максимально облегчают возможность ими пользоваться. Соответственно, и, как правило, значит, находясь на дороге, прежде всего стараться уважать и других участников движения тоже. То есть, если видишь пешехода, будь добр его пропустить. Если видишь, что машина куда-то спешит, пропусти ее. Видишь скорую, пропусти. То есть, нельзя игнорировать, как здесь правильно отметили, не только знаки дорожного движения, но и знаки светофора, и сигнал светофора. Потому что у всех, как говорится, в жизни разная ситуация. Кто-то спешит, кто-то едет просто куда-то. Вот. Относительно наличия документов у любого водителя должно быть водительское удостоверение соответствующей категории и соответствии с тем транспортным средством, которое он эксплуатирует, то есть категория Б, С и так далее. Должен быть обязательно в автомобиле полис ОСАГО, то есть, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия затратить минимум усилий и времени на его предъявление как сотрудникам полиции, так и иным участникам дорожно-транспортного происшествия, а также иметь как минимум, значит, знак аварийной остановки, аптечку с минимальным набором, и в случае, если потребуется потушить возгорание какое-либо, то, соответственно, огнетушитель. Так, Илья Анатольевич, немножко вас перебью, у нас есть звонок. Угу. Уважаемые гости, будьте добры, наушники оденьте, у вас есть поближе, можно послушать. Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, да, я из Москвы, меня зовут Игорь. У меня такой вопрос. Вот наш водитель Роман 200 метров не довез до поликлиники и направил полицию. Стоит ли нарочно полицию вызывать, если из-за штрафа это произошло? Так, вас не довезли, мотивируя тем, что останавливаться возле поликлиники нельзя? Нет, он 200 метров наоборот не довез. Не довез и сказал, что дальше не поеду? И нас решили высадить, и мы другого таксиста заказали. Ну, здесь, наверное, претензии к службе. Но претензий никаких мы не предъявляем. Просто так же ничего не может быть.
Ну, разные ситуации бывают, почему у нас владельцы такси не довозят, то есть там определенные могут быть проблемы с лицензированием, да, может быть, правда, испугались каких-то знаков, может быть, что-то не в порядке, увидели госавтоинспекцию, то есть здесь разные ситуации. И плюс, ну, конечно, правила остановки тоже возле учреждений нужно тоже соблюдать, если какие-то выставлены ограничения. Конечно, водитель просто не имел такой возможности. Ну, сервис, конечно, ненадлежащий. То есть вас должны, если там невозможно остановиться, должны были предупредить соответствующим образом, да, то есть водитель заранее должен был вам сообщить. То есть здесь уже конкретно вина именно службы такси, вы можете обратиться, сказать, что вам услуга надлежащим образом не оказана, и что у вас есть претензии и подозрения, что у этого водителя есть какие-то нарушения, в связи с чем он не оказал услугу надлежащим образом. Угу. Ну, да, разные ситуации. Вопрос немножко не связан с дорожно-транспортными происшествиями, но такие тоже бывают. Так, ну мы разобрали, что касается документов. Давайте, у нас немножко времени, что оформляем при дорожно-транспортном происшествии, повторим на всякий случай для тех, кто не услышал. Да? То есть это, соответственно, если у нас есть пострадавшие, вызываем госавтоинспекцию, заполняется соответствующий протокол, составляется, все участники его получают копию на руки, да? Протокол осмотра места происшествия, место ДТП, схема места дорожно-транспортного происшествия. Может протокол не составляться, может просто схема составится, ознакомливаются участники все со схемой. Ну, если не согласны, пишут, что они не согласны, да? Если вдруг. Конечно. Да. Делаются соответствующие фотоснимки, опрашиваются лица, собирается уже потом полный материал. Угу. То есть, уважаемые участники дорожного движения, вот вы должны список документов, которые вам назвали, иметь, руководствоваться. То есть при дорожно-транспортном происшествии первый документ, который у вас должен быть на руках, это протокол. И, соответственно, вы его получаете на руки. И помним, что если вы с каким-то содержанием схемы, протокола не согласны, вы обязательно это указываете. Ну и также на свой мобильный телефон можете фиксировать. Ну, в рамках разумного, не забываем персональных данных и права человека не попадать вам в кадр. То есть не обязательно там госавтоинспекцию и участников фотографировать. То есть просто именно что у вас по ДТП. И у нас еще один звонок. Добрый вечер. Угу. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. У меня вопрос. У меня права заканчиваются в этом году. В Ютубе я читал о том, что вот у кого заканчивается срок действия прав, продляется автоматически до конца 2025 года. Так ли? Ну, сейчас нам ответит. Подождите. Да, в действительности, если у вас срок истекает, он автоматически у вас продляется. Да, есть такое, с учетом того, что у нас были, да, ковидные меры, да, еще там есть продление, но все равно желательно не затягивать и в последующем своевременно поменять. Дорогие гости, огромное спасибо, что пришли. Наше время подошло к концу. Надеюсь, что всем было полезно услышать ваше мнение, что все для себя что-то почерпнули, и все участники дорожного движения будут теперь более внимательны, более осмотрительны, но родители обязательно пройдутся с детьми и расскажут, как правильно добраться и безопасно до школы. До новых встреч! Это программа «Якутск сегодня». Мы обязательно будем делиться с вами новыми новостями. Ну и будьте внимательны, осторожны на дорогах.